Помощь пернатым санитарам природы. Ученики 8-й школы организованный фестиваль подделок приурочили к Году экологии. Череда мероприятий, посвященных Дню Конституции. Объединение клубов «Ровесник» организовало молодежную акцию. Выявить и решить проблему совместными усилиями. Сибай эффективно решает важные проблемы. Вы смотрите выпуск новостей, а в студии я, его ведущий Эмилий Жбердин. Здравствуйте. Выявить и решить проблему совместными усилиями. Сибай в этом году активно участвует в программе поддержки местных инициатив, которая предусматривает самостоятельное и эффективное решение насущных вопросов. Ежедневно, практически до конца декабря, проходят собрания жильцов. Программа поддержки местных инициатив открывает хорошие возможности для ремонта и благоустройства объектов, которые жители давно хотят привести в порядок. Воспользоваться таким шансом и заявить о своем участии могут все – жители отдельных микрорайонов, территориальных общественных самоуправлений, конкретных домов. Так, совместными усилиями можно решить общую проблему. ППМИ реализуется в Башкортостане в пилотном режиме с 2014 года, с 2016 года по всей республике. Если поначалу в ней участвовало 487 проектов, то в нынешнем 2017 году на конкурс было допущено 787 заявок. Это ремонт дорог, организация водоснабжения и освещения, благоустройство дворов и многое другое. Главное условие – совместное финансирование со стороны республиканского и местного бюджетов, спонсоров и самих жителей. За период действия программы только в Сибае удалось построить водопровод, отремонтировать фасады, спортзал и так далее. То есть жители своими глазами увидели, что программа действительно реальная и можно решить насущные вопросы, лишь проявив собственную инициативу. Так жители улицы Булякова вышли с предложением замены окон в лицее имени Рамазана Умедбаева. В этой школе обучаются в основном дети с микрорайона Восточный. И по мнению горожан, в частности родителей, сегодня этот вопрос наиболее актуальный. Дети должны учиться в максимально комфортных условиях. Собрание в рамках программы поддержки местных инициатив прошло и в детской музыкальной школе. Собравшиеся из числа жителей дома номер 19 по улице Ленина большинством голосов поддержали замену деревянных окон на пластиковые в детской музыкальной школе. Всего же на рассмотрение здесь выдвигалось 4 проекта. Среди которых благоустройство территории, то есть парковки возле дома Ленина 19, потом установка детской площадки. И еще одна инициатива – это установка и замена, то есть пластиковых окон в музыкальной школе. Мы, как жители данного микрорайона, считаем, что это проблема наиболее насущная, так как в основном дети обучаются в музыкальной школе, многие, и здание уже требует ремонта, нужно заменить окна, и эта инициатива была поддержана большинством голосов, и таким образом была создана инициативная группа. Как известно, основная часть средств на реализацию проекта выделяется из республиканского бюджета. Часть поступает от муниципалитета и спонсоров. Свой вклад вносят и жители от 5 до 15%. Размер вклада, состав инициативной группы, которая будет заниматься реализацией программы в случае, если она найдет поддержку конкурсной комиссии, также определяется с учетом мнений каждого путем открытого голосования. Сейчас жители ждут результаты и надеются на победу. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Нияз Мирхайдаров, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Срок уплаты земельного, транспортного и имущественных налогов прошел, однако это не освобождает должников от выполнения своих обязательств. Оплатить налоги можно разными способами, так же, как и получить квитанцию на уплату задолженности можно во многих учреждениях. Теперь к списку добавились и офисы многофункциональных центров. Подробнее в специальном интервью в нашей программе. Уважаемые налогоплательщики, хотелось бы напомнить о наступившем сроке уплаты по имущественным налогам физических лиц, а именно это налог на имущество, транспортный налог и земельный налог. Срок наступил 1 декабря. Те налогоплательщики, которые не получили данные налоговые уведомления, могут обратиться непосредственно в налоговую инспекцию за получением квитанции или же в многофункциональные центры. В многофункциональных центрах появилась функция: при обращении за любой государственной услугой можно будет получить также квитанцию на уплату задолженности.
по физическим лицам с учетом начисления пеней и суммы задолженности по самому налогу, актуальные на день обращения. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность или нотариально заверенную доверенность для представления интересов заявителя. Накануне вся страна отметила День Конституции Российской Федерации. Во всех регионах проходили тематические мероприятия, приуроченные к этой дате. Свою лепту решили внести и воспитанники объединения подростковых клубов «Ровесник». На улицах города они организовали специальную акцию. Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненная золотом надпись Конституции Российской Федерации. Так выглядит первый оригинальный экземпляр основного закона страны, принятого 12 декабря 1993 года. Инаугурационное издание Конституции Российской Федерации хранится в библиотеке главы государства в Кремле. В эпоху становления современной России основному правовому документу страны пришлось пережить по меньшей мере 2 политических кризиса, из которых он вышел с честью и достоинством. На сегодняшний день ситуацию с правовой грамотностью населения можно оценить на среднем уровне. В век высоких технологий и информационной доступности не каждый гражданин может объяснить свои права, а уж тем более обязанности, при этом правильно сослаться на источник. А потому представители объединения молодежных клубов «Ровесник» организовали акцию, приуроченную к государственному празднику. Мы сегодня для воспитанников клуба «Атлант» подготовили беседу, именно чтобы наше подрастающее поколение знали законы, знали о нашей стране. И, конечно же, сейчас мы пойдем по улицам раздавать буклеты для граждан нашего города, чтобы они помнили этот великолепный праздник День Конституции. Воспитанники клубов давно практикуют волонтерскую деятельность, участвуют и сами помогают в организации городских мероприятий. Любой деятельности, предполагающей работу с населением, предшествует беседа. Ребята проходят инструктаж, как заинтересовать и выйти на контакт с любой возрастной категорией. Сегодня у нас с вами большая цель. Мы разработали информационные буклеты, посвященные информации о Конституции Российской Федерации. Вы сейчас можете их посмотреть, и после этого мы с вами собираемся, одеваемся тепло, идем на улицу, и жителям нашего города вот эти буклеты раздаем, для того, чтобы все могли вспомнить и напомнить себе основные позиции Конституции. Так и минувшим днем девушки и юноши из молодежных клубов поздравляли прохожих с днем принятия Конституции, раздавая им специально разработанные буклеты с ключевыми выдержками из документа. Ребята уверены, свод законов с высшей юридической силой должны знать все граждане страны. Екатерина Марочкина, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. На минувшей неделе, выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России-2017», Владимир Владимирович Путин предложил объявить 2018 год годом добровольца и волонтера в России. В своей речи президент с почтением отозвался о людях, чья гражданская позиция подвигает бескорыстно помогать другим, не жалеть времени и сил ради общего дела, и подчеркнул, что таких примеров гражданского участия и солидарности с каждым годом становится все больше и больше. Воодушевившись речью президента, мой коллега Ринат Музафаров вышел на улицы города, чтобы узнать, какое значение в слове «волонтер» вкладывают наши горожане. Как стало известно на прошлой неделе, 2018 год признан годом волонтера в России. Сегодня мы вышли на улицы города и попросили горожан помочь определиться с понятием, кто такой волонтер в широком смысле этого слова. Волонтер? Волонтер – это помощник, помогает обществу. Волонтеры, мне кажется, это человек, который объясняет, помогает то, что вот мы, например, не понимаем, я так думаю, и это настраивает нас на что-то или агитирует нас вот чему-то вот так вот. Ну, он как бы справки дает, если незнакомый человек там отвечает на вопросы, показывает. Ну, я так понимаю, что... Ну, волонтеры вот ездят на Олимпиады, они там выручают их. Волонтер помогает как бы вот в мероприятиях. Вот. В Сочи вот в Олимпиаде помогали. Сейчас в современном мире очень много, допустим, теряется людей, да, еще какие-то моменты. И человек, волонтер, помогает их найти безвозмездно. Да. И чем больше будет таких людей, тем будет улучшаться качество нашей жизни, скажем так. Он как патриот считается, в моем понятии. Ну, нужна такая функция? Ну, обязательно. Это нормальный человек, если есть время, должен помогать всем. Но волонтер, который помогает больным, инвалидам, ухаживает, если ребенок пропал, ищет, помогает искать. Вот самое.
больным помогают, в больнице ходят, ухаживают за тяжелобольными. А насколько благородна эта функция и вообще нужная ли? Очень благородная и нужная, конечно, потому что много одиноких людей, которые не могут за собой ухаживать, обеспечивать себя. Конечно, благородные люди, что говорить, помогают. В школе в 11 классе волонтером был. На какое мероприятие? Ну, там убирались, все дела, такие дела были. Новогодние вот там проводили и все в этом роде. Ну, хотелось бы тоже попробовать. Волонтер — это тот, кто помогает людям, тем, кто не может справиться сам, наверное. Она благодарна, так как получает улыбки людей, благодарности, но она неоплачиваемая же. Вроде, да? Волонтеры же это те люди, которые от всей души хотят помочь людям, которые не безразлична судьба других людей. И как кто-то это ценит, кто-то не ценит, кто-то очень благодарен. Бывает, даже смотришь со слезами благодарна волонтерам. Волонтеры всегда помогают. Обычно, когда беда, это же волонтеры выходят в помощь. Естественно, нужна, потому что если такого не будет, то в мире не будет людей вообще. Мне кажется, так просто все сейчас в основном равнодушны к таким людям, которым плохо, допустим. Ну, волонтеры, в общем, они молодцы, и мне бы хотелось, чтобы это движение развивалось. Волонтер – это бывший тимуровец в широком смысле слова современного времени. Я так считаю. Помогает всем, вся бескорыстно. Все морознее ночи, и иней по утрам подбирает для деревьев новогодние костюмы. Как в этих условиях выживают друзья наши меньшие? Птицы и санитарные работники природы в такую погоду особенно нуждаются в подкормке. Как ученики 8-й школы подошли к прикормке пернатых соседей, приурочив фестиваль поделок к году экологии, расскажем в нашем следующем сюжете. Из существующей стратегии выживания в период затяжных холодов птицы следуют двум принципам – либо сезонный перелет, либо жесткая адаптация в городе. Причем остающиеся зимовать виды являются превосходным доказательством того, что похолодание не основная причина их миграций. Но где найти доступный источник пищи? Ученики 8-й школы под руководством своих преподавателей решили проблему креативно. Яркая выставка кормушек в школьном холле радовала разнообразием материалов и идей. Но мы ежегодно проводим эту акцию «Покормите птиц зимой». Но в этом году настолько родители и дети проявили творчество, фантазию, что этот конкурс в этом году оказался таким более интересным, более массовым. В этом году приняли участие более 120 детишек 1-4 классов в этой акции. Ну, оно носит, конечно, в первую очередь воспитательный характер, чтобы дети заботились о птицах, потому что птицам зимой холодно, научились делать кормушки, правильно подбирать корм и заботились о природе. Школьные педагоги не только мотивировали детей к созданию общепита для птиц, но и рекомендовали следить за тем, чтобы в кормушках всегда присутствовал корм. Сами же юные натуралисты уверены, они знают принцип кормления городских пернатых. Вот вы сделали кормушки. Самое главное условие кормушки какое? Что должно быть там обязательно? Корм. Понятно, корм. А еще что должно быть? Тепло. Тепло. Да. Должна быть что? Крыша. Чтобы снег не падал. Зимний день стал коротким, а птицы с наступлением сумерек прекращают активную деятельность. Поэтому у них остается гораздо меньше времени, чем летом, на поиски достаточного количества корма. Законы природы едины для всех, и ученики младших классов уже понимают важность прикорма животных и пернатых. Если мы их кормить не будем, то они погибнут, и у нас не будет птиц. Например, снегири. И все замерзнет. Зимой негде находить еду, и сложно, потому что там замерзают, там все, и негде кушать. Если мы их не будем кормить, то они погибнут, и у нас не будет птиц. В семье мы рождаем добро и умение жить в гармонии с окружающим миром. Сострадание и сочувствие – качества, для которых нет возрастных рамок. Научите своего ребенка мастерить кормушку, а что с ней делать дальше, он уже прекрасно знает. Екатерина Марочкина, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.
И последнее. 15 декабря в Сибае состоится третий новогодний благотворительный концерт «Акция «Помоги сейчас». Он пройдет в Центре детского творчества с участием лучших творческих коллективов города Сибай в поддержку особенных детей. Благотворительные концерты «От сердца к сердцу» в Сибае стали традиционными. Помимо многочисленных уличных выступлений в городе состоялись два больших мероприятия. Организаторами благотворительных концертов выступают известные волонтеры и просто неравнодушные люди, супруги Одиссей и Галия Бжиковы, которые буквально пару лет назад начали череду своих добрых дел – организацию акции «Помоги сейчас». В этом им помогают активные горожане, творческие коллективы и сольные исполнители Сибая. За прошедший срок общими силами удалось помочь многим деткам. Очередной концерт ожидает сибайцев в ближайшую пятницу. Он обещает быть не менее интересным и насыщенным, чем предыдущие. Очень хороший пин-код, мироколец, вот они у нас отозвались, миляж. Кроме этого, в этом году решили добавить еще побольше башкирских танцев для башкирского населения. Вот, башкирские песни будут. Как у нас он как на научных акциях участвует, так и на всех концертах, соответственно, он Забир Бигбулатов. И другие хорошие исполнители, очень хорошие будут. Много будет интересных моментов. Ждем гостей, надеюсь, они все-таки смогут приехать. По традиции, деньги от продажи билетов направляются на благотворительность, в частности, на лечение больных детей или же на помощь многодетным и малоимущим семьям. К примеру, средства от первого концерта пошли на лечение Анны Шарановой и Назгуль Валиуллиной. Первой девочке было собрано 28 тысяч рублей, второй – 7. Эта сумма ей требовалась для закрытия сбора. Часть выручки со второго концерта была направлена на лечение Нурислама Сафиуллина. На остальные были закуплены новогодние кульки для более чем 200 детей, состоящих на учете в Юго-Восточном центре социальной помощи семье и детям. В этом году аналогично также делаем. Кроме этого, хотим сумму еще сделать помощь девочке, инвалиду, на, получается, обследование. Я очень надеюсь, что идет на поправку и, возможно, будет вылечиться. Вот. Почему именно так в этом году? Потому что с хорошей поддержки вот у нас есть спонсоры очень хорошие. Это Мадагаскар. Все, наверное, знают, там дети играются. Вот они маленьким детям делают подарки. Вот. И кроме этого, вперед Сибай тоже в этом году очень большой. Господин Назаров сделал тоже хороший подарок для детей, кто старше. Кульки съедаются, Дед Мороз уходит. Впечатление, которое они получат от этих билетов, от этих посещений, это добро у них останется у детей этих. Предстоящая благотворительная инициатива в очередной раз станет подтверждением способности неравнодушных людей быть вместе, когда того требует общее благое дело. Ирина Римбуркина, Айгуль Хамитова, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это все новости сегодняшнего дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.